Короче, у нас опять бунт поднимается, потому что сегодня, к счастью, выписали Давида Берова. Мы его поздравляем, что он на свободе. Но теперь вопрос такой. Выписали его потому, что он якобы излечился, или потому, что у него не было коронавируса? Тогда у нас не было контакта, а если даже и был, почему мы обязаны сидеть до 14 числа? Ну, в общем, у нас куча вопросов, никаких, опять же, официальных документов нет, по которым нас могут удерживать здесь. Есть указ от мэра Москвы от 5 марта, говорится, что о домашней изоляции, никакой госпитализации принудительной там речи не идет. Нам пытаются подсунуть какую-то бумажку, где сноски на странице 33-34, а у этой бумажки всего 2 страницы, чтобы мы подписывать, мы подписывать не собираемся. Сейчас пойдем разбираться. У нас предположение, что тут имеет место вопрос денежный, что тут что-то выделялось, конечно же, или там к вопросу о койко-месте нас будут держать до победного. Вот. Ну, потом мы не знаем, как объяснить вообще вот все, что происходит. Короче, нам сказали, что к нам подойдет главврач, ответит на наши вопросы. Никто к нам сегодня, скорее всего, не придет. Посмотрим, конечно, но я уверена, что он будет избегать. Мы должны сейчас кооперироваться с ребятами, потому что для них самое страшное, это когда мы все выходим в коридор, а это у них под большим запретом. Вот, должны скооперироваться, выйти в коридор, если нам на наши вопросы не ответят, потому что тут просто это... Тоже ни одного симптома нету. Я сейчас взорву от злости и негатива, потому что нас просто за каких-то идиотов держат. Мы сидим тут как дебилы. По каким-то, не знаю, нам дают какие-то бумажки, которые являются просто каким-то памяткой. Мы должны ее подписать, якобы на основе этой памятки мы должны здесь сидеть. Ладно. Вот, какую-то выдранную из какого-то контекста памятку. Ничем подписывать не будем. Короче, все. Они нас раздраконили.